А страны все еще имели надежду, но террористы останутся террористами, и напряжение и опасность не уменьшится. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Эксперты ООН заявили, что спустя 2 года после захвата власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» продолжает нарушать многие права человека, включая внедрение системы тотальной дискриминации, отчуждения и порабощения женщин и девочек. Представление о том, что талибы изменились со времен их первого прихода к власти в Афганистане, ошибочно, сказал в распространенном 14 августа докладе спецдокладчик ООН. Эксперты отмечают, что с момента захвата власти в Афганистане политика, которую талибы навязали афганскому населению, привела к постоянной, систематической и шокирующей отмене множества прав человека, включая право на образование, труд и свободу выражения, собраний и ассоциаций. Среди экспертов, авторов доклада Ричард Беннет, спецдокладчик ООН по Афганистану Мэри Лоллар, спецдокладчик ООН по вопросам о положении правозащитников Фернанд де Варенес, спецдокладчик ООН по вопросам меньшинства и другое. Спецдокладчики ООН отмечают, что талибы внедряют систему тотальной дискриминации, отчуждения и порабощения женщин и девочек, не выполняют обещания об амнистии для бывших правительственных и военных чиновников, не прекращают пытки и жестокое обращение в центрах содержания под стражей, угрожают безопасности адвокатов, судей и прокуроров. Несмотря на заверения фактических властей Талибан о том, что любые ограничения, особенно в плане доступа к образованию, будут временными, события на местах продемонстрировали ускоренную, систематическую и всеобъемлющую систему сегрегации, маргинализации и преследований, говорится в докладе. Эксперты ООН призвали Талибан отменить дискриминационные меры в отношении женщин, а также представить им доступ к образованию, разрешить работать и вести бизнес, участвовать в политической и общественной жизни Афганистана. 15 августа 2021 года движение «Талибан» полностью взяло под свой контроль Кабул и объявило о своей победе. Тогда некоторые эксперты полагали, что талибы изменились со времен первого прихода к власти в Афганистан в 90-х годах. Руководство Талибана во время переговоров в Катаре обещало дать женщинам право на образование и работу и соблюдать права человека. Однако, судя по докладу экспертов ООН, талибы продолжают нарушать многие права человека. Они внедрили системы тотальной дискриминации и поработили местное население. Представители новой власти неоднократно заверяли, что хотят наладить отношения с США и остальным миром. И, к слову, в конце прошлого месяца в Катаре представители Кабула и Вашингтона обсудили оказание гумпомощи Афганистану и снятие санкций с банков. Но до сих пор официально ни одно государство мира не признало их правительство. То, что мы помогаем, продавая продовольствие в больших объемах, это стабилизирует ситуацию. И, естественно, это наш плюс, потому что, ну, кроме нас, наверное, в этом регионе мало кто может это сделать. Ну, во-первых, потому что все соседи Афганистана, они как бы не имеют возможности поставлять тоже пшеницу и муку. Как вы относитесь к такому спецдокладу? И верите ли вы в то, что талибы смогут стать реальным нормальным правительством Афганистана? Также спецдокладчики ООН предупреждают соседние страны о том, что опасность для них не миновала, и террористические группировки, которые находятся внутри Афганистана, могут в любой момент напасть на любую из них или просто потревожить покой любой страны. И к этому нужно быть готовым всегда. А страны, которые пытаются поделиться или подлизаться к Афганистану, скоро на себе почувствуют, как это иметь дело с террористами. А вы верите во все это? И как вы относитесь к тому, как наша страна реагирует на Афганистан? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.